Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Хшара. Сегодня в программе. Мощный грозовой фронт, прошедший ночью над территорией республики, привел к повышению уровня рек и затопил дома. Затопило 2 насосные станции, из-за чего жители Синопа, Турбазы, Агудзера и Гулрипского района остались без водоснабжения. Туристический бум. Как проходит курортный сезон в Новом Афоне? Мощный грозовой фронт, прошедший ночью над территорией Абхазии, привел к повышению уровня рек и подтоплениям. Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень местных рек поднялся почти до 2 метров. Затопило не менее 350 домов. Были эвакуированы люди. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. Основной удар разбушевавшаяся стихия нанесла по Гудаутскому району. Более 200 домов пострадало в самом городе. В сети публикуют фото и видеокадры наводнения. На некоторых из них жители стоят по пояс в воде. На улице Кяраз многие дома оказались затопленными. В считанные минуты протекающая здесь речушка Кистрик превратилась в бурный поток. Уровень воды поднялся почти до 2 метров. В час я уже легла, и сын говорит: мама, мы тонем. Говорит, встали мы за отворнца. Давай, говорю, ковры будем поднимать. Только успели ковры поднять, и все. И мы поднялись уже наверх. 4-я ступень была затоплена. Потом поднялась до 2-й площадки там. Когда стала опускаться с лба, вот он, все холодильники перевернутые, как будто бы водоворот был. Телевизор, 2 холодильника, морозильник, стиральная машина. Перед нами вот один дом наш, сзади один дом еще, этот дом, который я знаю, это дом. И ниже туда, к морю. Вот так выглядит дом после большой воды. Разруха, поваленные заборы, затопленные огороды. Люди пытаются просушить автомобили на солнце. От ила и грязи еще долго придется отмывать дома и дворы. Почти все, что нажито, на выброс. Часов 12, как дождь начался, и до 4 почти дождь шел. Мы уже вышли, посмотрели. До 4, конечно, мы вышли, но ужас, что здесь вообще, мы такое первый раз видим. Бытовой нету, стиральки, стиральной машины, мягкая мебель. Что, вот сами видите же. Но не зря говорят, в темные времена видно светлых людей. Уже сутки сотрудники МЧС и сами жители борются с последствиями непогоды. В спасательной операции задействовано 7 единиц спецтехники, 45 человек поисково-спасательной части города Гудаута, а также поисково-спасательные отряды Гагры и Сухума. К счастью, человеческих жертв нет. Затопило очень много домов. Сейчас очень тяжело давать оценку ни в суммарном, ни в количестве, потому что по нашим примерным подсчетам более 200 домов. Это в каких районах? В городе Гудаута и в одном селе Хипста более 15 домов. Но глава сразу собрал рано утром отдел архитектуры и вообще вся администрация собралась. Был оперативно создан штаб, было 3 группы комиссии, которые выехали по месту, актируют, фотографируют, записывают. И потом вот это пакет документов будем отправлять руководству страны, потому что наш бюджет с этим справиться никак не может. Помогаем, кому сигнализационная машина нужна, кому, я не знаю, лодочки нужны, кому дружба нужна, то, что можем. Госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии настоятельно не рекомендует гражданам и гостям страны купаться в море в ближайшие 2 дня, пока оно не очистится от наносов горных рек, вызванных прошедшей непогодой. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Сухуме от подтопления больше всего пострадали домовладения на улице Чанба. Протекающая здесь река Басла уже не в первый раз выходит из берегов, затапливая все вокруг и нанося немалый ущерб жителям. Смотрите репортаж Шазины Ханагуа.
Это кадры любительской съемки. Жители улицы Чанба вновь пострадали от наводнения в результате выхода из берегов реки Басла. Вода нанесла большой урон их хозяйству. Подтоплены первые этажи жилых домов. Пострадала мебель и бытовая техника. Каждый год вот это повторяется. Если можно что-нибудь сделать, пускай сделают что-нибудь, чтобы вот этого не было. Что я больше... Конечно, по колено во все комнаты. Первый этаж весь залил. Анвар Хужев живет здесь с семьей с 2006 года. По его словам, несколько лет назад русло реки Басла было очищено, благодаря чему 2 года речка не выходила из берегов. По мнению Анвара, этого недостаточно. Необходимо установить дамбы, чтобы такая ситуация не повторялась из года в год. Пострадавшие от наводнения люди просят руководство страны помочь им и решить проблему. Несколько лет назад нам обещали дамбу построить. Строители пришли, все сметили, посмотрели, мастеров привезли, инструменты привезли, материал привезли. В этот же день мы были свидетелями, все соседи видели это. Приехало телевидение, в очередной раз сняли, что как будто они начинают, все делать будут. И как только телевидение уехало, на следующий день они все свернулись, все забрали и уехали. И так и все и осталось, дамбу оставили, ничего не сделали, русло прочистили. Это чуть помогло. Год или 2 не выходило. Сейчас очень сильные дожди, видимо, были, и все равно это ничего не помогло, то, что они почистили. Надо дамбу строить. Проливной дождь вызвал наводнение в районе Турбазы. Здесь река Басла также подтопила дома и нанесла немалый урон. Жители и сотрудники МЧС все утро вычерпывали из домов воду и грязь. Люди непрерывно моют, стирают и пытаются сохранить имущество. Но не все можно спасти. Почти в каждом дворе лежит куча загубленной техники, разбухшей и сломанной мебели. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Очимчирском районе также несколько рек вышли из берегов. В селе Чгярда затопило 4 домовладения, размыло 2 высоковольтные опоры, электропередачи и 2 моста. На центральной республиканской трассе в селе Кындых подмыло дорогу. Чтобы оценить масштабы нанесенного ущерба, на месте побывал первый заместитель главы районной администрации Артемон Габилая и представители РУП «Абхазавтодор». В результате ночных обильных осадков пострадали 2 насосные станции – Гулрыбская и Киласурская, питающие водой Синоп, часть Турбазы, Агудзеру и Гулрыбский район. Гулрыбскую насосную полностью залило. Агудзера, Гулрыбский район и Синоп, который она питает, в данный момент остаются без воды. Что касается Киласурской насосной, там ситуация гораздо хуже. Смыло 120-метровый напорный водовод, который проложен через реку по мосту. Уровень воды в реке достаточно высокий, и в настоящий момент работы производить невозможно. Однако работы по запуску Гулрыбской насосной станции уже начались. Как скоро они будут завершены, узнавала наша съемочная группа. Из-за сильного дождя в ночь 26 на 27 июля в селе Дзыкто Сухумского района затопило насосную станцию. Это единственная станция, обеспечивающая водой весь Гулрыбский район и часть Синопа. Жители района остались без воды. О произошедшем рассказал руководитель районного ЖКХ Рауль Харазия. Это головная насосная станция, которая обеспечивает водой Гулрыбский район и Синоп, часть Синопа. Да. В общем, видите, какая здесь ситуация. Ночью затопило наши насосы, которые обеспечивают водой. Сейчас пытаемся их снять. Кроме того, вышедшая из берегов река Киласур смыла единственную дорогу, ведущую к станции. Это затруднило передвижение транспорта. Наша съемочная группа добиралась до места потопа пешком. По словам Рауля Харази, сначала необходимо просушить насосы, перекачивающие воду. Это займет не менее суток. Опять-таки, все зависит от погодных условий и от дороги, которой мы куда ехали по дороге, видели, какая там ситуация, чтобы и техника могла заехать. И здесь тоже на месте, я думаю, увидели, что где глубинные насосы, тоже очень плохая ситуация. Надеемся, что погода все-таки остановится, все будет хорошо. Работы по устранению последствий непогоды уже ведутся. Ожидается, что водоснабжение Гулрыбского района и Синопа восстановят в течение 3 суток. Доминика Векова, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В результате сложных погодных условий также произошла авария на ВЛ БЗИП-220. Были повалены 2 опоры высоковольтной линии. На место аварии выехали аварийные бригады РУП «Черноморэнерго».
Министр иностранных дел Даур Кови примет участие в 12-м международном экономическом саммите «Россия. Исламский мир. Казань. Саммит-2021», который пройдет в Казани 28-29 июля. Об этом сообщается на сайте МИД. Международный форум «Россия. Исламский мир. Казань. Саммит» зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорья для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала стран-участников. В Москве состоялась встреча заместителя министра просвещения России Андрея Корнеева с министром просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габлия и министром образования и науки Южной Осетии Натальей Гассиевой. Обсуждался вопрос реализации общеобразовательных программ в Абхазии и Южной Осетии, в частности их учебно-методического обеспечения. В рамках встречи российская сторона подтвердила свои намерения до конца текущего года обеспечить обе республики учебниками. Мы договорились о том, что в течение этого года, до конца 2021 года, мы могли бы рассчитывать на поддержку со стороны Министерства просвещения Российской Федерации. И мы ждем поставку учебной литературы для всех школ Республики Абхазия в количестве более 250 тысяч штук. Надеюсь, что все механизмы, о которых мы договорились, будут поддержаны. И, соответственно, мы, конечно же, рады такой возможности и такому содействию на развитию нашей системы образования со стороны Российской Федерации. В селе Мгут Зурхо-Гудаутского района открылся первый в Абхазии музейный этнографический комплекс «Абсны парк». На территории 10 гектаров собраны объекты этнографии, образцы традиционной архитектуры, вписанные в ландшафтную среду. Здесь представлены народные промыслы, ремесла, открытые центры прикладного искусства. И все это в сочетании с музейно-экспозиционными площадками и элементами социальной культуры и инфраструктуры. Разработал и воплотил проект в жизнь Мзауч Пилья. Сам проект осуществился за счет такого божественного благословения и определенной компании людей, которые профессионально занимаются профильно по своему направлению. Это либо история, археология, наука, которая является основой всей нашей деятельности. Цели и задачи этого проекта сохранить, приумножить и распространить то, что у нас было так, как нам передавали наши старшие. Много было научного материала, он являлся основой работы над проектом. Ну и люди, которые сохранили эту историю у себя внутри, передавая это друг другу с уст в уста, они приезжали сюда, и каждому из нас, кто участвовал в этом проекте, и делились с нами, дополняли нас, улучшали качество нашей работы. Значит, этот проект национального характера, он не несет за собой ничего, либо кроме пропаганды такой абхазского языка, культуры, этноса и быта. Значит, в рамках этого проекта задача, которая стояла, показать не в первую очередь туристу. Это не туристический проект, если он будет даже осуществлять в рамках своей работы туристическую отрасль, то но самое главное нам всем показать, нашим детям и самим себя, что у нас есть прекрасная история, которая дает нам возможность быть гордыми, дает нам возможность идти вперед и показывать еще кому-то, что мы можем не просто с кого-то брать пример, но мы можем тоже быть примером для подражания. Один из древнейших и красивейших городов Абхазии – Новый Афон. Заповедный курорт, так называют его многие туроператоры и те, кто хоть раз здесь побывал. Новый Афон имеет всемирную известность благодаря своим достопримечательностям, памятникам истории, архитектуры, пещере и, конечно же, природе. Чтобы узнать, много ли здесь отдыхающих в этом году, в Новый Афон отправилась наша съемочная группа. Новый Афон – один из наиболее популярных курортов не только Абхазии, но и всего Черноморского региона. Город удобно расположился у подножия двух гор – Афонской и Иверской, представляя собой идеальное сочетание роскошного побережья и живописной природы. Невероятно красивая, необычная достопримечательность курорта – Новоафонская пещера. Природный дар, открытый для посетителей всего около полувека назад. Количество желающих попасть в таинственный прекрасный мир подземного царства немало, и каждому, кто побывал в пещере хотя бы раз, хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Если честно, слов нет, в восторге в таком, что просто, я не знаю, это даже словами не передать. Это настолько красиво все.
Вот. Одно только осознание того, что это создала природа, это, ну, слов нет просто вообще, не знаю. Одни эмоции, они переполняют, наверное. Вот, настолько красиво это. Очень величественное ощущение, когда ты находишься в такой пещере, очень даже не такое, как на обычной улице. Очень красиво. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. Несколько минут езды, и перед взорами туристов открывается таинственный и прекрасный мир подземного царства. Каждую экскурсионную группу сопровождают 3 экскурсоводов. Конечно же, красота и величественность пещеры не могут оставить равнодушным никого. Здесь так как побольше места, мне уже не так страшно, но впечатляет. Новый Афон ежегодно посещают тысячи туристов. Пещера обязательно входит в их экскурсионный маршрут. Годы напряженного труда понадобились советским строителям, чтобы туристический объект стал одним из самых посещаемых на Черноморском побережье. Как тебе пещера? Расскажи мне. Отлично. Ты первый раз в пещере? Да. Какие у тебя эмоции? Ну, мне понравилось, как бы, если фантазировать, то можно увидеть сказочных героев и так далее. Очень понравилось, все замечательно. С детьми, конечно, тяжеловато, но, в общем, нравится. Новоафонская пещера состоит из 9 залов, но доступны для посещения 6. С 1 января 2021 года пещеру посетили 229 тысяч человек. И вообще, если взять весь этот сезон, то сезон проходит очень хорошо. Соблюдаются все меры предосторожности, которые нам предписывали наши службы. Люди заходят в масках исключительно. Ну, внутри пещеры уже мы не можем за каждым следить, поэтому стараемся, чтобы все были в масках. На сегодняшний день, вот если брать с 1 января 2021 года, мы обслужили 229 тысяч человек. Если брать в сравнении, 2020 год уберем 2019 год, то в 2019 году мы обслужили 120 тысяч человек. Проходит до 30 экскурсий. Одна экскурсия – это 100 человек. Соответственно, до 3000 человек в день. Все зависит от дней. Бывает и меньше, бывает и 2500, но в среднем где-то 30 экскурсий – это 3000 человек. Затем наша съемочная группа отправилась в центральный Новоафонский парк. Сюда туристов привлекают обитающие здесь черные и белые лебеди. Для удобства посетителей в парке проложено множество дорожек, установлены скамейки и лавочки, а все клумбы украшены разными цветами. Все хорошо, все прекрасно. Красивая природа, теплое море, чистое море. А вы на сколько дней приехали? На 7. Что успели посетить? Еще ничего, только вчера приехали. Вы в Афоне отдыхаете? Да. А почему именно Афон выбрали? Почему именно Афон? Потому что мест больше не было, когда мы выбирали. Много туристов и на водопаде. В разгар знойного дня они приходят сюда, чтобы отдохнуть в прохладе. Очень красиво. Народ гостеприимный, абхазцы. Кухня очень вкусная. Природа очень красивая. В горы еще не ездил, но обязательно съезжу. Все, что успею, все посещу. Ну а в следующем году на полгодика приеду сюда, думаю. На сезон. И отдохнуть, и поработать заодно. Не поверите, мы приехали на все лето, и на данный момент у нас уже 2 месяца, как мы отдыхаем здесь. А что успели вы посетить? Мы везде были уже. Мы, кроме Рицы, в этом году еще. А на Рице были мы до этого 2 года назад. А так везде понравилось, очень здорово, очень красиво. Люди замечательные, кухня вкусная. А что из национальной кухни вам больше понравилось? Мясо по-абхазски, солянка мясная, очень вкусно. Мне больше всего нравится в Новом Афоне. Я считаю, что здесь очень красиво. А тебе что нравится? Мне нравится ходить по горам, смотреть на всякие водопады, всякие местные такие достопримечательности. Столько много интересного узнали. Мы 5-й год, мы не первый раз. Но каждый раз возвращаемся. Спасибо. Кухня у вас изумительная, вина. Сувенирный рынок – еще одно место, не посетив которое отсюда не уезжают туристы. Здесь имеются в продаже изделия ручной работы, выполненные местными мастерами, сувениры с изображением национальной символики.
Некоторые говорят, что в связи с эпидемиологической ситуацией следует там закрыть границу. Как вы на это смотрите? Закрывать границу я бы не посоветовала. Почему? Потому что мы живем за счет отдыхающих, правильно? Каждый знает об этом, да, и масочки, как положено. Если кто-то заболевает, пускай постарается где-то что-то переждать, да. И мы тоже должны быть бдительными, относиться к этому серьезно. Не будем с этим шутить. Почему? Потому что много случаев. Все-таки жизнь одна, да, и как-то стараться надо поберечь себя, родных и близких. Я так считаю. А закрывать смысла нет. По словам продавцов, также большим спросом пользуются специи, абхазский чай, мед, аджика, чача. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 28 июля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью 18-23, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.